بسم الله الرحمن الرحيم. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассаляму аля расулилля. В достоверном сборнике хадисов имама Муслима приведен хадис от Абу Хурейры, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Смотрите на тех, кто ниже вас по положению, и не смотрите на того, кто выше вас по положению. И это поможет вам не считать никакую из милости Аллаха незначительной». В чем смысл этого хадиса? Смысл в том, что Аллах Всевышний создал эту мирскую жизнь испытанием. Кто пройдет это испытание достойно, тот попадет в рай, а кто не пройдет его, попадет в ад. Аллах дал некоторым людям положение богатое, некоторым бедное. И Аллах дал богатым богатство не из-за того, что они самые умные, и не из-за того, что они самые лучшие и любимые перед Аллахом. И Аллах дал бедность людям не из-за того, что они самые плохие или самые глупые, или из-за того, что Аллах их не любит. Нет. Аллах дает, кому пожелает, любое положение, испытывает этого человека. И это положение может поменяться очень быстро. Есть очень богатые люди, но потом, если они не благодарят Аллаха и неправильно воспитывают своих детей, их дети становятся бедными и нищими. Их дети, внуки становятся нищими и бедными. Есть бедные люди, они дают правильное воспитание своим детям, и их дети становятся богатыми и даже очень богатыми. Поэтому, если ты даешь детям только деньги, но не даешь правильное воспитание, то ты губишь своих детей. Ты их выбрасываешь на произвол судьбы, если ты не даешь им воспитание имана, если ты не даешь им нравственное воспитание, если ты не закладываешь в них основы и принципы правильные, правильное понимание вещей. Ты их толкаешь, ты их просто кормишь, ты им даешь деньги, но ты как будто бы кидаешь их в море без спасательного баллона, без спасательного круга, без лодки. Ты их просто бросаешь в море жизни. И потом они, бедняги, пропадают в этой жизни. И положение человека меняется от лучшего к плохому. И от плохого к лучшему. Поэтому пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, учит нас, как мы должны рассуждать, как должен размышлять человек. Мы должны смотреть, каждый из нас должен смотреть на того, кто ниже тебя положением. Например, если у тебя есть машина, ты должен смотреть на тех, у кого нет машины, и благодарить Аллаха за то, что у тебя есть машина. Но ты не должен смотреть на того, у кого машина лучше, чем у тебя, или дом лучше, чем у тебя. Смотри на тех, у кого нет дома, или дом хуже, чем у тебя, и тогда ты будешь более благодарным Аллаху. Человек ненасытен, и сколько бы выше он ни поднимался, если он будет смотреть на тех, кто выше него в положении, в финансовом плане, он никогда не будет счастлив. Он будет подниматься выше и выше и выше, и будут находиться люди, которые живут лучше и лучше и лучше. Поэтому это не говорит о том, что мы не должны стараться жить лучше. Нет, мы должны стараться жить лучше, но мы должны быть счастливы сегодня, а не когда-то. Не надо говорить, что вот когда-то я стану богатым, когда-то у меня будет, тогда я буду счастлив. Нет, будь счастлив сейчас. А для того, чтобы быть счастливым сейчас, нужно смотреть на тех, кто ниже тебя положением. Аллах Всевышний в суре Зухруф в 32-м аяте говорит: «Мы распределили между ними их средства к существованию в мирской жизни и возвысили одних из них над другими степенями, чтобы одни из них брали в услужение себе других». Аллах распределил положение людей. Аллах распределяет.
И это положение в любое время Аллах может поменять. И Аллах запретил нам смотреть и завидовать людям, которые лучше нас положением. В суре Таха, 131 аяте, Аллах сказал: «Не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из них, чтобы подвергнуть их этим искушению. Это блеск мирской жизни, земной жизни. А удел твоего Господа лучше и долговечнее». То есть не надо смотреть на тех, кто лучше тебя живет. Не надо им завидовать. У нас есть такая проблема. Например, в школе ребенок смотрит на своего одноклассника. Его одноклассник приносит в школу новый дорогой телефон. И он идет к родителям и говорит: купите мне такой же телефон. А родители, у них нет возможности такой же телефон купить, дорогой. Они не могут, они ему покупают дешевый телефон. И этот ребенок, если не получал правильного воспитания, если у него нет понятий правильных, он начинает завидовать тому ребенку. И это толкает иногда детей на воровство, а иногда толкает на преступление. Для того, чтобы получить такой же телефон, они идут на преступление. Они воруют или забирают у кого-то. И они чувствуют себя несчастными. Почему? Потому что нет должного воспитания. Возможно, родители такие же. Родители тоже смотрят на тех, кто живет лучше и богаче, и не чувствуют себя счастливыми и не дают должного воспитания своим детям. Вальхамдулиллахи Роббил Алямин.